Это телеканал «Якутия-24», прямой эфир. С вами Влад Давыдов и программа «Итоги дня». Добрый вечер, смотрите сегодня. Единичный случай или сигнал для тревоги. Жителей 203-го микрорайона Якутска напугал размыв проезда. Все это близко от домов. Есть или нет причины для беспокойства горожан? Дата тех, кто связал свою судьбу с небом. Накануне в России отметили День воздушного флота России. Сюжет про историка авиации Якутии, ветерана отрасли Ивана Нигенбля. Развитие в Якутии спорта номер один в мире. В Якутск приехала делегация Российского футбольного союза. Что посмотрели, что сказали, что обсудили с якутскими коллегами. Опыт и мастерство детям. Экс-полузащитник сборной России Алексей Смертин провел мастер-класс для якутских футболистов. Что показал и рассказал знаменитый игрок. Гений или безумец? Изобретатель из Чурапчи придумал и собрал омолаживающий аппарат. Кто он и правда ли его конструкция поможет победить старение? Счастливые и разноцветные лица. В столице провели Холли-фест. В чем идея и суть этого фестиваля? В Кремле расценивают возможное принятие закона, прошу прощения, на руднике интернациональной компании «Алроса» введен режим ликвидации чрезвычайной ситуации. Сейчас полная информация поступит, мы сообщим об этом вам чуть позже. Ну а сейчас про мост через Лену Дмитрий Медведев рассмотрит вопрос строительства моста через реку Лену. Проект плана развития магистральной инфраструктуры в стране премьер-министру направил глава Минэкономразвития страны Максим Орешкин. Об этом сообщает информагентство РБК. Документ в своем майском указе поручил разработать президент России Владимир Путин. В проект включили 690 объектов, в том числе мост через Лену. Эксперты оценивают его стоимость в 70-80 миллиардов рублей. Этот мост позволит создать логистический центр, где должны соединиться сразу 3 федеральных маршрута. Это железная дорога, речной и авиационный транспорт. Руководитель республики Айсен Николаев ранее заявлял, что мост через Лену нужен не только Якутии, но и всей стране, поскольку имеет важнейшее значение как с экономической, так и со стратегической точки зрения. Дальше перейдем к новостям республики. Жители 203-го микрорайона Якутска обеспокоены. Недавние сильные ливни размыли внутриквартальный проезд. В итоге на дороге образовался большой развал, там застрял грузовик. Это все случилось близко от жилых домов, что чрезвычайно встревожило жителей микрорайона. Есть ли повод для тревоги или причин для беспокойства? Нет, выяснял наш корреспондент Александр Зубейхин. Здесь, в 203-м микрорайоне, всего в нескольких метрах от оврага расположен этот 9-этажный дом. Каждый раз после сильного ливня дорогу, проходящую здесь, размывает, в результате чего образуются глубокие ямы. Такая ситуация вызывает опасения местных жителей. Кино или реальность? Жители 203-го микрорайона не могли поверить глазам. Разлом на дороге – следствие проливных дождей. Машина не успела полностью провалиться. Технику вытащили. В настоящее время ровность поверхности восстановлена. Были задействованы такие материалы, как скальный грунт, кельдянский песок. Транспортная единица также задела трубу газовую, которая, к счастью, не была деформирована и в принципе, осталось в удовлетворительном состоянии. Надолго ли? У жителей 203-го микрорайона большие сомнения. Уверены, очередной ливень дорога не выдержит. Яму, большой ров, надо отсыпать, потому что если еще будут ливни такие страшные, то вот это все размоет. Что будет дальше, я не знаю, потому что уже тротуары вот эти вот отсыпаются, а дом совсем близко. Если бы там не тротуар,
то, наверное, трещины бы подошли вплотную к дому. Есть опасения, что будет подтапливать еще и подвалы. Отсыпка не поможет, говорят ученые. Проблема глубже и в прямом, и в переносном смыслах. 202-й, 203-й микрорайон построен исключительно на насыпных грунтах, которые были проморожены, в них ведь сваи, природные изменения климата и плюс небрежная эксплуатация зданий вызывает там, где протечка проходила горячей воды. Растепление грунтов, эти грунты могут себя вести немножко по другим свойствам. А изменение грунтовых свойств вызывает усиление сейсмической опасности еще на 1-2 балла. В мэрии Якутска не согласны. Опасность придуманная. Дорогу размыло из-за канавы неподалеку. Ну, технология намывных территорий, она, в принципе, давно и всюду применяется. И я не вижу здесь особо больших опасностей в части того, что полностью 203-й квартал смоет. Опасности, то, что здание упадет, я не вижу, хотя я не специалист, именно строитель высотных зданий. В ближайшие дни в мэрии Якутска пройдет заседание техсовета. Структурное подразделение и застройщики 203-го решат, как быть. Вариантов несколько. Укрепить откос, обустроить водоотводную трубу или вообще отказаться от дороги. Александр Зубехин, Георгий Григорьев, Дюлус Иннокентьев, Якутск. В Кремле расценивают возможное принятие Соединенными Штатами Америки нового пакета антироссийских санкций как продолжение недружественных и незаконных действий с точки зрения международного права. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, как в Кремле отреагируют на ожидаемый 22 августа пакет новых санкций в отношении России. При этом секретарь главы государства призвал не забегать вперед. Нам известно, что законопроект подготовлен, нам известен текст этого законопроекта, ибо он опубликован на соответствующих интернет-ресурсах. Безусловно, мы с большим вниманием его изучили. Мы считаем, что это продолжение недружественных и незаконных с точки зрения международного права действий. Подобная рестрикция, безусловно, наносит ущерб всей международной торговле. Но не будем забегать вперед, и будем делать то, что, собственно, всегда делает президент Российской Федерации. Он делает то, что наилучшим образом соответствует интересам нашей страны. На руднике интернациональной компании «Алроса» введен режим ликвидации чрезвычайной ситуации из-за остановки главного вентилятора. Об этом сообщил источник телеканала «Якутия-24». В результате происшествия пострадавших нет. Рабочие самостоятельно выходят на поверхность. Сообщается, что концентрация углекислого газа в руднике находится в норме. Рудник «Интернациональный», как известно, расположен в 16 километрах к юго-западу от города Мирного, введен в эксплуатацию в 1999 году. «Алроса» ликвидирует последствия размыва дамб на реке Ирелях в Мирнинском районе. Об этом уже сообщили в пресс-службе компании. Из-за ливневых дождей объем воды, поступающий с водосборной площади реки, превысил пиковый уровень. Проектные водосливы не справились с притоком воды. Сейчас «Алроса» принимает меры по перебазировке техники для ликвидации последствий размыва дамб, говорится в сообщении компании. Кроме того, в предприятии добавили, что вода в котлованах природная, никаких загрязняющих веществ там нет. Ранее наш телеканал сообщал, что инспекторы охраны природы начали проверку факта прорыва дамбы и возможное загрязнение реки. Два большегрузных автомобиля столкнулись на мосту через ручей Кюлях. Это в 29 километрах от Мирного. ДТП произошло сегодня в полдень на республиканской дороге Анабар. Столкнулись КАМАЗ и Вольво. Российский большегруз и контейнер сошли с дороги в реку. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. Сейчас там ведут работы по извлечению большегруза и контейнера из ручья. Причина и виновник аварии также устанавливаются.
В Якутии установят камеры фото-видеофиксации нарушений на федеральных автодорогах. Госинспекторы отмечают, что с улучшением дорожного покрытия регистрируют и рост дорожно-транспортных происшествий с гибелью людей. По данным, число погибших выросло на 68% в сравнении с прошлым годом. Как сообщили в Минтрансе региона, основными виновниками ДТП с тяжкими последствиями выступают водители межрайонных такси, которые нарушают скоростной режим на новых участках федеральных трасс. В настоящее время Росавтодор закупает комплексы фото-видеофиксации нарушений ПДД, которые поэтапно установят на федеральных транспортных сообщениях, начиная с этого года. Так, на проблемных участках дорог Вилюй и Колыма появится сразу 18 систем и 9 на трассе Лена. Уникальные находки, туша жеребенка, древние лошади, также шкура и шерсть мамонта, обнаруженные учеными в Верхоянском районе, доставлены в Якутск и помещены в морозильную камеру музея мамонта. Палеонтологическая экспедиция, напомним, проходила в Батагайской котловине и местности Юнюген в августе этого года. По словам ученых, обе крупные находки станут объектами научных исследований специалистов разных областей науки, как в России, так и за рубежом. Об этом сообщается на сайте Северо-Восточного федерального университета. В Якутии на сегодня насчитывается около 7,5 тысяч человек, которые занимаются общественной деятельностью. Речь о волонтерах. Они занимаются помощью и поддержкой одиноких и пожилых, участвуют в благоустройстве поселков и городов и проводят различные мероприятия. С каждым годом число волонтеров по данным растет. В связи с этим в республике разрабатывают проекты закона в сфере развития добровольчества. Власти готовят концепцию, которая добавит направления по культуре, медицине и экологии. Также в этом году планируют создать республиканский ресурсный центр. Сейчас мы начали работу по созданию ресурсного центра по поддержке добровольчества, который действительно будет заниматься именно созданием добровольческих организаций в муниципальных образованиях, вообще среди инициативной группы добровольцев, да, чтобы они юридически были зарегистрированы и получали какую-нибудь государственную поддержку от правительства. А также у нас сейчас ресурсный центр конкретно будет заниматься методической помощью, административной и так далее. Люди перестанут стареть благодаря омолаживающему аппарату. Такую теорию выдвинул изобретатель из Чурапчи. Мужчина тотчас стал известен далеко за пределами своего села и района. Что за аппарат он придумал и собрал, и правда ли это может остановить старение? Сюжет Романа Дмитриева. На днях о 39-летнем жителе Чурапчи Ниргуне Филиппове, который сделал своими руками омолаживающий аппарат, заговорил весь мир. В соцсетях люди говорили, что наконец-то произошло чудо, о котором человечество давно мечтало. И мы решили воочию убедиться в том, что аппарат действительно работает. И встретились с изобретателем. Вот этот аппарат, который имитирует изолятор молнии, каменный уголь. Вот, она состоит из генератора высокого напряжения. Вот это умножители, который выдает каждая по 27 тысяч вольт, и общая напряженность составляет 110 тысяч вольт. Ниргун в свое время закончил курсы телемастера, оператора ИВМ, работал техником медицинских оборудований в районной больнице. Все эти навыки и умения пришли в помощь на создание молодильного аппарата. Вот, насыщается водородом. После этого этот водород будет проникать в организм человека. 2 года назад Ниргуном заинтересовались журналисты из Германии, которые снимали фильм про трассу Колыма. Они узнали о Чурапчинце из книги польского журналиста и сняли разработку якутянина. Фильм посмотрели за рубежом. Среди зрителей сама канцлер Германии Ангела Меркель. Показал им все, как она работает. И они сказали, что сделают еще отдельный фильм про этот аппарат. Сам народный изобретатель умелец хочет сотрудничества с институтами и учеными над дальнейшей разработкой омолаживающего аппарата. Роман Дмитриев, Чурапчинский, Улус.
И вновь возвращаемся к сообщениям о ситуации на руднике интернациональной компании «Алроса». Напомню, здесь сегодня был введен режим ликвидации чрезвычайной ситуации из-за остановки главного вентилятора. И как только что сообщило агентство ТАСС, эвакуация всех 97 рабочих завершена. Никто не пострадал. Отмечается, что эвакуация прошла в штатном режиме. Причины случившегося устанавливаются. Ну а сейчас короткая пауза, буквально 1 минута. Оставайтесь с нами и смотрите во второй части программы «Итоги дня». Дата тех, кто связал свою судьбу с небом. Накануне в России отметили День воздушного флота России. Сюжет про историка авиации Якутии, ветерана отрасли Ивана Нигенбля. Развитие в Якутии спорта №1 в мире. В Якутск приехала делегация Российского футбольного союза. Что посмотрели, что сказали, что обсудили с якутскими коллегами. Опыт и мастерство детям. Экс-полузащитник сборной России и Челси Алексей Смертин провел мастер-класс для якутских футболистов, что показал и рассказал знаменитый игрок. Счастливые и разноцветные лица. В столице провели Холли-фест. В чем идея и суть этого фестиваля? Это Якутия-24 в прямом эфире. Мы продолжаем программу «Итоги дня». В Якутск приехала делегация Российского футбольного союза. Сегодня руководство федерации вместе с главой Минспорта Якутии посетили спортивные объекты столицы. Что подметили, посоветовали и сказали футбольные функционеры якутским коллегам. Репортаж Дмитрия Тымырова. Первый пункт – стадион «Юность». Известный российский футболист Алексей Смертин проверил качество газона. Главу Российского футбольного союза Александра Алаева интересовали условия для тренировок. Следующим пунктом они приехали в спортивный комплекс «Дахсун». Здесь они ознакомились с покрытием, соответственно, походили по полю и с его многофункциональностью. Как уже отметили, в составе делегации звезда российского спорта Алексей Смертин, он отметил, что в Якутске он побывал еще в 1992 году, где он играл со сборной города Якутска на товарищеском матче на стадионе, который стоял на месте нынешнего спортивного комплекса «Дахсун». Здесь же был автомобилист стадион. Раньше. Здесь? Да, потом это сделали. Здесь не было стадиона, не было травы. Да. Там было такое, как песочек. Песок с реки. Вот, да. Сегодня Алексей вспоминал, Смертин, что в 1992 году он на этом же месте играл на земле единственную в своей карьере игру в кроссовках. А теперь там идеальные условия для развития футбола и других видов спорта. Далее по программе спорткомплекс «50 лет Победы» и бассейн «Чалбон». Делегация в шоке. На 300-тысячный город больше десятка спортивных объектов. Общаясь с журналистами, Александр Алаев отметил, у Якутии есть все, чтобы готовить спортивную элиту России. Футбол будет здесь развиваться, благодаря в том числе таким инфраструктурным проектам. Мы со своей стороны должны сделать все, чтобы он развивался правильно. Это касается и методик, и системы соревнований, подготовки футболистов. Это и мы будем обсуждать. Якутии нужен детский мини-футбольный клуб, уверены члены делегации РФС. Команда нужна. И, конечно, еще раз говорю, это социально важно, потому что у вас прекрасный манеж на 3000, да? Я уверен, что будет команда, будут местные пацаны играть, он будет заполняться. Вот просто уверен, я не сомневаюсь, он будет заполняться. Вот, поэтому мое мнение однозначно, что команда, конечно, здесь не просто она, должна быть. Должна быть. Будь здесь клуб профессиональный, для каждого ребенка стимул бы гораздо выше был бы, очевидно. Именно попадание в команду. Набор юных талантов начнут уже на следующей неделе. Сейчас 1 сентября будет открыт новый набор маленьких детишек 11-12 года рождения. Мы ожидаем, что будет наплыв, в том числе и здесь. Поэтому соревнования будут проводиться на всех уровнях, по всем видам футбола. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск. Как уже отметил коллега, в составе делегации РФС знаменитый российский футболист, экс-полузащитник сборной России Алексей Смертин. Сегодня он провел мастер-класс для юных и якутских футболистов на стадионе Туймада. Послушать и посмотреть на мастера пришли сотни ребят. Это игроки местных клубов и просто любители этого вида спорта. Репортаж Юрия Осипова. Все, мальчишки, более-менее.
Обводка, пасы и финты. Известный футболист Алексей Смертин показывает юным игрокам, как преуспеть в спорте номер 1. Надо стремиться, то, что как он, попытаюсь, что хотя бы пройти в сборную России, ну, допустим так, чтобы как он, то есть вот я тоже надеюсь, то, что вот настолько ребят, то, что тоже, думаю, один из них проявится, вот, ну, еще в команде были игроки, но тоже хорошо проявили себя, ну, и все были молодцы, конечно. Отдавали пасы, попинали мяч, паровозик делали. Я обучился, что давать очень хорошие пасы. Если ты видишь, что что-то не получается, нельзя падать так духом, нужно дальше идти вперед. Смертин 8 лет выступал за сборную России, был капитаном команды, успел поиграть и в английской премьер-лиге, 3 года в Челси. Здесь, на футбольном поле стадиона Туймада, собрались сотни мальчишек из различных футбольных клубов Якутии. И не только, сюда также пришли юные любители футбола. Алексей Смертин устроил настоящий спортивный праздник. Они не только учатся играть в футбол, но и просто играют, веселятся, получают автографы от своего кумира, а также фотографии с ним. Оказалось, что Алексей Смертин не первый раз в Якутске. 26 лет назад он приезжал в столицу Якутии в составе барнаульского «Динамо». На игру для футболиста это был дебютный сезон. Здесь принимал участие, выйдя на замену во втором тайме. Проиграли, уступили «Динамо Якутск» 0-2. Я играл тогда за «Динамо» Барнаул. Но память на то, что это был первый мой сезон, это первые шаги в большой футбол. И начинал как раз с зоны «Восток». Мастер-класс порадовал не только юных футболистов, но и самого прославленного спортсмена. Увлекательно, очень массово. Действительно, довольно много детей занимаются футболом. Особенно это чувствуется после чемпионата мира, успешной игры нашей национальной сборной. После мастер-класса прошел товарищеский матч представителей Российского футбольного союза со сборной города Якутска. Алексей снова проведет тренировку на стадионе Туймада завтра утром. Юрий Осипов, Владимир Павлов, Якутск. В столице Индонезии, Джакарте, презентовали первые зимние международные игры «Дети Азии». В эти дни там проходят азиатские игры, в рамках которых и представили стенд о грядущих играх «Дети Азии». Напомню, что они пройдут в следующем году с 8 по 17 февраля в Южно-Сахалинске по 8 видам спорта. На сегодня уже 25 стран заявились для участия и начали формировать свои команды. Отметим, участники зимних игр будут претендовать на право участия в юношеских Олимпийских играх 2020 года. Поэтому для стран-участников это не просто соревнование, но и смотр Олимпийского резерва, сообщил президент Международного комитета «Дети Азии» Дмитрий Глушко. Сейчас идет работа по формированию команд. В принципе, страны уже понимают, определили для себя виды спорта, определили количество спортсменов. И будет очень интересный хоккейный турнир. Около 10 зарубежных азиатских стран, команд из 10 азиатских стран планируют привести свои хоккейные команды. И с учетом участия еще 6 российских команд, это будет очень сильный зрелищный турнир в рамках игр. Команды ведут серьезную подготовку спортивную, потому что они претендуют на медали, потому что в следующем году именно этот возраст, вернее, в 2020 году возраст спортсмены, которые приедут на Сахалин, будут претендовать на право участия в юношеских Олимпийских играх, которые в 2020 году пройдут в Лозанне. Поэтому для стран это не просто соревнование, это смотр Олимпийского резерва, национальных команд, поэтому они готовятся очень серьезно. Первые соревнования по парусному спорту организовали в Якутске. Такие состязания проходят на лодках, движущихся под силой ветра. Участвовали в основном дети. Дмитрий Тымыров расскажет подробнее. Простому телезрителю покажется, что лодки двигаются в хаотичном порядке, но на самом деле это не так. На водной глади разворачивается самый настоящий бой с тактиками и с хитроумными ходами. Собственная стратегия у маленького Матвея. Мальчишке 6 лет, но самый младший на соревнованиях. Сколько ты занимаешься этим видом спорта? 2 месяца. Ага. И почему ты решил заняться вот именно яхтным спортом? Ну, потому что мне нравится это. Юный яхтсмен умело управляет лодкой. Опытные участники говорят, поймать ветер и держать покрепче руль. Главное в парусном спорте. Яхтой трудно управлять, потому что иногда руль может не слушаться, может вылететь. А паруса тоже нужно поддерживать, потому что
От паруса зависит скорость. 203-й микрорайон – не случайная площадка. Здесь нет сильного течения и моторных лодок немного. Словом, юным участникам соревнований ничто не мешает. Начали потихонечку делать детские яхты, потому что надо развивать, чтобы спорт развивался парусом, надо в первую очередь развивать детский спорт. И мы начали делать, вот яхты у нас есть оптимисты, мы их начали потихонечку, каждый год потихонечку начали делать, и ребятишек начали тренировать. Организаторы собираются проводить соревнования ежегодно. Пропаганда здорового образа жизни и популяризация парусного спорта в Якутии – главные задачи. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск. Ежегодно в третье воскресенье августа в стране отмечают День воздушного флота России. Это праздник тех, кто связал свою судьбу с небом. Авиация Якутии берет свое начало с 1925 года. Воздушный флот Якутии развивался благодаря специалистам со всего Советского Союза. Среди них и Иван Нигенбля. Он долгие годы работал начальником авиационно-технической базы Маганского авиапредприятия. Сейчас Иван Ефимович Нигенбля – известный историк авиации. 17 августа ему исполнилось 80 лет. С юбиляром и ветераном отрасли встретилась наш корреспондент Анастасия Кобузева. Первый самолет не увидел, а услышал. Во время войны рядом с тем селом, где мы жили, были две большие железнодорожные станции. И их бомбили то наши, то немцы, по ночам обычно. И как загудит самолет, мама хватает меня и в погреб. Сидим в погребе, пока это там отбомбят. Вот первый такой опыт или первые впечатления от самолетов. Тогда, охваченный страхом, Ваня не знал, что самолеты, которые так его напугали, станут смыслом всей жизни. После школы Иван Нигенбля поступил в Киевский институт гражданской авиации. В 1961 году по распределению попал в Якутию. Самолеты и вертолеты летали днем и ночью. Настолько авиация была востребована, что вот в Чурапчу летом ежегодно совершали по 10-15 рейсов самолетов Ан-2. Так что и билеты были дешевые. Всего 3 рубля билет. Первые годы в Якутии работал инженером-механиком. Зимой самолеты и вертолеты приходилось обслуживать на улице в минус 50 градусов. Ну, а готовить самолеты надо, все равно не летали. Вот. Так что особенно мне, человек с Украины, с южных, будем говорить, краев, было первый год, в общем, первую зиму впечатление было яркое. Дослужился до начальника авиационно-технической базы, но жизнь решила испытать на прочность. В начале 70-х начались проблемы со здоровьем. Любимое дело пришлось оставить. Тогда Иван Нигенбля стал преподавать в учебно-тренировочном отряде. Когда это случилось, я себе сказал, вот теперь я займусь своим любимым еще одним делом – изучать историю, в частности авиации. Стал писать заметки маленькие, там потом больше, очерки. Очерки переросли в многотомные издания. Первая книга вышла в свет в 1990 году. Она называлась «Формула подъемной силы». Сегодня у Ивана Ефимовича более 50 книг. Легендарный Ми-8 – любимый вертолет Ивана Ефимовича. Иван Нигенбля – один из первых, кто начал эксплуатировать Ми-8 в условиях Крайнего Севера. Это очень удачная конструкция. Она используется как в народном хозяйстве, в разных вариантах, так и в военном ведомстве используется. Это понимают за рубежом. Многие страны и покупают. Приехал на 3 года, остался на всю жизнь. Ни разу не пожалел, говорит Иван Нигенбля. У почетного гражданина Якутии большая и дружная семья. Состоялся он и в любимой профессии. Есть и последователи. В планах написать еще так много. В первую очередь закончить книгу об авиаторах Якутии, которые рассекали небо в годы Великой Отечественной войны. Анастасия Кобузева, Владимир Павлов, Якутск. В честь Дня воздушного флота страны праздник устроили и в Мирном. Для жителей организовали авиашоу и показ авиатехники. Сюжет Мариферины Алексеевой. Мир
Деснинском аэропорту состоялся традиционный авиационный праздник. Мероприятие включает в себя показ авиационной техники с осмотром салонов и кабин воздушных судов, показательные полеты самолетов и вертолетов, прыжки с парашютом, праздничные концерты. Любой желающий мог повисеть в макете парашюта или примерить на себя костюм пожарного. Также зрителям была представлена демонстрация тушения пожара с помощью авиатехники. Необходимость сейчас в этом острове. Сами видите, у нас кругом пожары, работы много. Ну и, как сказать, двух зайцев одним выстрелом. И людям показали, и дал тренировку дополнительную. Уникальность праздника в том, что каждый посетитель может наблюдать показательные взлеты, находясь не дальше 50 метров от рулежной дорожки. Больше всего понравилось взлеты вертолетов, самолетов. Да. Очень, конечно, хорошо. Все очень такое эффектное. Ну вот, когда самолет вот этот вот новый. Да вот мы еще вот почти во всех машинах вон с братьями посидели. В каждый почти самолет вот в Ил зашли, простояли, конечно, в очереди, но удовольствие получили. День воздушных авиалиний в Мирном отмечается с 1995 года. Традиционный праздник проходит раз в 2 года. Что целями этого мероприятия в первую очередь это является показать молодежи о том, из чего состоит авиация. Я хочу сказать, что она оправдывает себя. И здесь в нашем коллективе есть ребята, которые сейчас уже пилоты, техники, которые приходили сюда мальчишками, заболели небом и сегодня уже работают в качестве тех или иных специалистов в авиакомпании, в аэропорту. И надо сказать, что это целая династия. На празднование показательного мероприятия пришло более 1000 горожан. После авиашоу продолжилась концертная программа. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. В минувшую субботу национальные общины Ниренгринского района отметили праздник Чабантой. Символичным местом для проведения мероприятия стала обрядовая поляна Исех. Ниренгринский район славится национальным единством, ведь сам Ниренгрин строили представители всех союзных республик, и сейчас в городе проживают люди более 101 национальности. Стараемся поддерживать вот все начинания, которые направлены на то, чтобы молодое поколение запоминало все это, чтобы оно тоже также вот поддерживало заветы своих отцов. И поэтому вот такие вот все праздники, они необычайно интересны. Вот, они притягательны, вот, и людям очень нравится. Мы, конечно же, хотелось бы, чтобы у нас таких праздников было больше, чтобы это было, скажем так, повсеместно распространено. Вот, не только в городе Неринге, но и по поселениям. Вот, такие примеры, кстати, есть очень хорошие в том же Чульмане. И я думаю, что вот это все как раз-то является основой для того, чтобы мы говорили, что у нас в народе есть духовность, есть культура. Вот, мы говорим о том, что наши люди действительно вот богаты. А богаты именно чем? Дружбой, конечно. В столице провели ежегодный Холли-фест. Это когда все участники забрасывают друг друга цветным порошком. В этом году веселье носило и благотворительный характер, рассказывает Анастасия Данилова. Первый бросок красками в воздух произошел на площади Орджоникидзе. Ну а последующие, как и сегодняшние, проходят здесь, на площади Дружбы. Собственная идея фестиваля именно такова – сплотить людей разных возрастов. Как краска брызгаются? А ты сам успел кого-нибудь брызнуть? Да, одного человека только. Я только что пришел. Очень хорошо, позитивно и весело. Что вам больше всего понравилось? Разноцветность красок. Вы успели убежать или вас и облили? Ну, как говорится, мы не бегали. Организаторы праздника – волонтеры. В этом году к фестивалю привлекли социальные учреждения. Каждым годом все популярнее и популярнее. Каждым годом все больше людей. В этом году мы пригласили детский дом «Берегиня», Терчи. Охват очень большой. Это и молодежь, и дети, родители с детьми, и взрослые. Очень много, большой охват. Как бы такое веселое мероприятие нравится всем. Участники не просто бросались краской, помогли. Собрали 30 тысяч рублей на лечение тяжелобольного мальчика Сережи Халилова. Анастасия Данилова, Джилустан Накентьев, Якутск. Таковы итоги дня. Смотрите Якутию 24. Будьте всегда в курсе. До встречи.